сегодняшнем видео мы расскажем о отношении известных лиц к Узбекистану. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, что думает мировая общественность про страну. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале, а также подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал. Ссылка на него будет в описании под этим видео. Среднюю Азию надо беречь. Они все к нам вернутся. Таджикистан, Узбекистан. Узбеки отобрали у таджиков Бухара и Самарканд. Это жемчужина Средней Азии. И в религиозном плане, и в архитектурном. Поэтому там всегда было состояние противостояния. Уважаемый Шавкат Мирамонович, с большим удовольствием приветствую вас в Таджикистане. Отношения Таджикистана с Узбекистаном занимают особое место в приоритетах внешней политики нашего государства. Уверен, что ваш государственный визит откроет новую страницу в наших взаимоотношениях. Таджикистан высоко оценивает вашу политику по укреплению дружбы и сотрудничества в регионе. Мы полностью разделяем такой подход. Со своей стороны готовы делать все возможное для развития добрососедских отношений наших стран и регионального взаимодействия в целом. Еще раз добро пожаловать к нам. Желаю вам приятного пребывания в Таджикистане. Но главное направление – это юго-восток. Это Таджикистан, и Узбекистан, Туркмения, и Киргизия, ну все страны СНГ, там их 5 стран. Почему? Потому что там к нам до сих пор относятся лучше, чем в Прибалтике и на Украине. Священный долг перед нашими народами и будущими поколениями беречь и приумножать это бесценное наследие. Нас радует, что в каждой узбекской семье питают уникальное творчество. И знаете, не только питает, но читает и изучает. Хоть мы были в разлуке, но люди никогда не разлучались. Никогда не прекращалось ни в одной узбекской семье творчество выдающих таджикских артистов. Понимаете, это точно так же в Узбекистане или в Таджикистане не во всех семей обязательно будет творчество узбекских великих артистов тоже. Об этом я сам знаю, потому что я работал в Самарканде, и мне было слышно этот искренний, желанный звук, потому что он сегодня воплотился в реалии, в жизнь. Ни одна узбекская свадьба не проходит без таджикских песен, а таджикские семейные торжества без узбекских мелодий. Дорогие друзья, где еще в мире можно найти такую близость, такое родство культур, обычаев и традиций двух народов на протяжении тысячелетия, живших одной судьбою? Естественно, все это накладывает на нас большую ответственность. Мы должны построить новые мосты дружбы, новые шелковые пути. Пусть для наших детей и внуков эти светлые дороги будут широкими и безопасными. Отрадно, что за последний год мы добились ощутимых результатов, о чем сегодня очень подробно имам Али Шарипович сказал. Успешно проведены взаимные дни культуры и искусства, выставки и многие другие мероприятия. Они еще раз подтвердили огромную заинтересованность наших народов в укреплении таких связей. Сегодня мы можем воочию убедиться в этом ходе концерта мастеров двух стран. И я уверен, что у нас не будет различий ни в музыке, ни в танце, как уважаемый имам Али Шарипович сказал, ни в традиции, даже в одежде не будет сегодня разницы, потому что мы будем петь одну песню. Как вы относитесь к таким заявлениям? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Очень большой вопрос. Вот когда началась Великая Отечественная война, и когда
с очень большой скоростью немецкая фашистская гадина катилась по территории Советского Союза, как много семей уехало и нашло приют в той самой Средней Азии, которая теперь не соотечественники. Как много наших людей узнали тепло и заботу от тех, кого теперь называют, их надо бояться, они непонятно какие. Вот мы сейчас будем платить подлостью за добро, мы сейчас будем им говорить, нет, вы не такие, тем, кто спасали семьи краснорабочих. И что? Мы забудем и предадим? У нас была одна страна. Мы должны, исходя из этого, сказать, что? Мы хотим тогда должны... Что, все, давайте забудем общую историю, давайте откажемся от общей победы, давайте не будем... Мы правопреемники Советского Союза. Россия себя объявила как правопреемник Великой Империи. И мы должны понять, кто мы. Мелкая региональная шушера или наследники Великой Империи. И если мы должны рассуждать на уровне непонятно кого, который стремится только к сиюминутной выгоде, мы недостойны памяти и недостойны того подвига, который совершили поколения, которые были до нас. Солнечная страна, где родились два наших друга. очень трудолюбивый народ. Столица Ташкент. Знаю некоторые города. Ташкент, Самарканд. Это в основном изюм, курага, орехи. Привозятся именно оттуда. Соседи Казахстана. Я знаю узбекских городов. Самарканд, Бухара. Столица Ташкент. Знаем про исторические личности. Узбекистан похож на Казахстан. Красивая страна. Там очень вкусная кухня. В Самарканде были там очень красивые храмы и, люди там очень добрые. Это стереотипы о том, что люди, которые живут в Средней Азии, что они как-то сильно отличаются от нас. Я лично знаю некоторых людей, которые живут сейчас в Екатеринбурге, но тем не менее они родились там. И ничего плохого про них я сказать не могу. Они очень щедрые, очень дружелюбные. И, наверное, я бы сказала, что они очень верные и преданные. Среднюю Азию надо беречь. Они все к нам вернутся. На этом у нас все. Оцените наше видео подпиской и лайком.